Добрый вечер. В прямом эфире программа «Татарстан без коррупции». С самого начала и в течение всей жизни каждый из нас постоянно контактирует с государством посредством Института государственных и муниципальных услуг. Вопросы регистрации, выдачи разрешений, оформления документов, предоставления информации и так далее в решении насущных вопросов и проблем, механизмы участия населения должны быть открытыми и понятными. Насколько высока степень удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг, оказываемых государством? Существуют ли коррупционные риски? Обсудим вместе с гостями в студии. С нами сегодня Руслан Рафикович Гатин, заместитель начальника управления президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики. Хайрликич. Тимур Ильдарович Зарипов, заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан. Здравствуйте. Добрый вечер. Сергей Анатольевич Коршунов, начальник отдела технологий и управления образовательных программ Центра экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете министров Республики Татарстан. Здравствуйте. Здравствуйте. И Рифат Асфанович Хананов, начальник управления информационных технологий и связи исполкома Казани. Добрый вечер. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 570-50-75. Расскажите нам, где, как и с каким результатом вы получали государственные и муниципальные услуги. Ваши мнения здесь и сейчас помогут оценить работу конкретных чиновников и органов власти. Мы ждем ваших сообщений по электронному адресу, который вы видите сейчас на своих экранах. Также на протяжении всей программы будет работать электронное голосование. Тема интерактива сегодня. Довольны ли вы качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, на которые предложено 3 варианта ответа? Голосуйте. В конце программы подведем итоги. Тимур Ильдарович, как вы думаете, который из 3 вариантов, представленных сегодня в интерактиве, наберет наибольшее число голосов, и как бы проголосовали вы? Я бы проголосовал за первый вариант. Уверен, что его выберет большинство зрителей. У нас уже более 80% жителей республики используют онлайн-сервисы, электронные услуги. В среднем по стране этот процент 50 всего лишь составляет. То есть мы несколько лет подряд лидируем по стране. Безусловно, это благодаря тому, что мы достаточно давно уже эту работу начали. Более 10 лет работает программа «Электронное правительство». И с каждым годом все больше и больше электронных сервисов доступно нашим жителям. Вы за первый вариант? Да, посмотрим, безусловно. Проголосуют наши телезрители в конце программы. Руслан Рафикович, тема нашей программы «Татарстан без коррупции». Как вы думаете, в теме, которую мы заявили сегодня в нашем выпуске, в чем коррупционные риски? Хочется сказать из практики. По поручению президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова мы периодически выезжаем в районы для изучения ситуации. Значит, мы неоднократно, начиная с 2015 года, сталкивались с такими ситуациями, когда муниципальные услуги, которые должны предоставляться безвозмездно, за них взималась плата. Например, в Аксубаевском районе там было выявлено, когда, значит, были дополнительные какие-то документы, и, там, допустим, ситуационный план, который, в принципе, не было необходимости, или для получения градостроительного плана земельного участка дополнительная какая-то документация. Самый интересный момент, что сами чиновники, которые также получали разрешение на строительство, не оплачивали за это. При этом с граждан, с жителей района брались эти деньги. Да. Альметьевск был яркий пример, когда, допустим, в течение там, с 11 по 15 год такие услуги, которые должны были предоставляться, там, присвоение адреса, также получение градостроительного плана земельного участка, получение ордера на земляные работы, также взималась плата. Фактически эти услуги должны были оказываться бесплатно. Вот только за несколько лет, 4 года, почти 26-27 миллионов они, значит, пополнили для своего бюджета из тех услуг, которые, в принципе, должны были оказываться бесплатно. Последний пример, это вот буквально месяц назад были в Елабужском муниципальном районе, где также производилось изучение. И тоже мы уже думали, искоренили, но тем не менее вот существует еще такая практика, когда муниципальное унитарное предприятие под видом, значит, оказания услуг дополнительно взимало плату. Например, когда люди обращались в администрацию, своими ногами приходили, они, значит, направляли их в определенный кабинет. То есть вы, когда приходите в администрацию, вы же не знаете, где там МУП, где там какое-то управление. Вы приходите в конкретно, вот вам здание администрации. И по факту вам там специалисты говорят, что вот эта услуга будет стоить там столько-то рублей. Вот, и для примера приведу, там с 2016 года более 514 градостроительных планов земельных участков выдали вот именно за деньги. В свою очередь, те люди, которые обратились в МФЦ, они, значит, там, это 42 человека, им эта услуга оказана бесплатно. Поэтому нужно максимально вот как раз-таки цель этой передачи, чтобы люди поменьше взаимодействовали с нашими чиновниками, да, муниципальными или государственными, вне зависимости, а побольше старались как раз-таки
использовать ресурсы для того, чтобы минимизировать коррупционные риски. Вот эта цель как раз нашей сегодняшней телепередачи. Действительно, за что я должен платить? Действительно, так ли это в районах республики, также сегодня обсудим. Спасибо. На сегодняшний день действует административный регламент, который определяет порядок предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги. Этот документ и позволяет контролировать процедуры рассмотрения документов и делает прозрачным предоставление самой услуги. Что такое государственные, что такое муниципальные услуги, чем они отличаются между собой? Ответы на этот вопрос узнаем от заместителя министра экономики Республики Татарстан Айрата Шамсиева. Айрат Дулфатович сейчас на связи с нашей студией по телефону. Добрый вечер. Добрый. Айрат Дулфатович, чем отличаются государственные услуги от муниципальных? Само определение государственной и муниципальной услуги даны в 210-м федеральном законе, принятом в 2010 году. Сама формулировка довольно сложная. Если попроще сказать, то государственные услуги оказывают федеральные органы исполнительной власти, государственные внебюджетные фонды, такие как Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, а также органы исполнительной власти, то есть министерства, ведомства, в данном случае Республики Татарстан. Муниципальная же услуга оказывается органами местного самоуправления, то есть исполкомами, палаты земельных имущественных отношений, ну и подобные, и другие подобные органы местного самоуправления. И что очень важно, государственные и муниципальные услуги оказываются только на основании заявления, то есть никто вам насильно оказывать не будет. Вот мы видим как раз на экране идут и муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления. У нас 70 типовых, и плюс там есть 39 переданных от государственных органов услуг, такие как ЗАГС, например. А государственных услуг Республики Татарстан у нас 187. И оказывает 25 министерств и ведомств. Может ли государство прогнозировать активность населения в том или ином районе республики в связи с появлением все новых процедур и процессов и вносить тем самым предложения по кадровой работе на местах? Ушел, да? Может быть, Айрат Дулфатович вернется к нам еще, да? Спасибо. Напомню, на связи со студией по телефону был заместитель министра экономики Республики Татарстан Айрат Дулфатович Шамсиев. Получить ту или иную услугу можно в одном из многофункциональных центров, которые теперь именуются как «Мои документы». Они есть в каждом муниципальном районе и городском округе, а также в сельских поселениях с населением свыше 1000 человек. В чем же все-таки особенность МФЦ в части оказания услуг населению по сравнению с тем же исполкомом? Сейчас попробуем выйти на связь с руководителем. Есть звонок, да? Ответ на этот вопрос мы получим от первого лица. На связи с нашей студией по телефону директор многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан Ленара Акмалудиновна Музафарова. Добрый вечер. Добрый вечер. Ленара Акмалудиновна, в чем особенность МФЦ в части оказания услуг населению по сравнению с тем же исполкомом? Ну, наверное, многие граждане уже наверняка посещали наши многофункциональные центры «Мои документы». Конечно, и смогли оценить разницу между органами власти и обслуживанием в МФЦ. Однако еще раз напомню, что основная функция центров – это обеспечить населению возможности, во-первых, в одном месте при минимальных затратах времени обеспечить предоставление большого числа наиболее востребованных для граждан видов услуг и уже не обращаясь за ними в органы власти и в исполкомы. Ну и во-вторых, оказать обратившемуся гражданину полную консультацию и помощь в получении интересующей услуги по перечню документов, сроках, получении результата, стоимости. И, конечно же, помочь, находясь в этом же помещении МФЦ, оплатить необходимые платежи, госпошлины за услуги, предусмотренные законодательством, ну и обеспечить при этом комфортное пребывание и быстрое обслуживание у нас. Тем более, что график очень удобный для нашего населения, для посетителей МФЦ, поэтому всегда их рады видеть. И добавлю, пользуясь случаем, что с июля текущего года, благодаря поддержке президента Республики Татарстан, для удобства жителей в городе Казани открылись еще 2 новых офиса МФЦ. Один в микрорайоне Дербышки на 15 окон приема. И еще один самый крупный в Республике Татарстан, это советский отдел, на проспекте Победы 214 на 50 окон приема. Также у нас заработала единая справочная служба колл-центра МФЦ 226-06-20, телефон наш, по которому можно обратиться по всем вопросам, связанным с предоставлением услуг МФЦ в республике. Поэтому я вас прошу, уважаемые заявители наши, обязательно позвонить сначала в колл-центр
и узнать необходимый список документов, какой вам нужно принести, а какую госпошлину возможно оплатить. Ну, мало того, что и другие услуги, например, даже о том, готовы ли документы, можно ли приходить за ними. Поэтому этот центр очень поможет вам в дальнейшем просто даже сократить пребывание в нашем МФЦ. Отлично. Какие же все-таки услуги можно получить в МФЦ? Ну, на самом деле, вот на данный момент как уже было отмечено, в МФЦ предоставляются и государственные, и муниципальные услуги, и всего их более 150 видов уже предоставляется. Государственные – это наиболее востребованные услуги федеральных ведомств, это Росреестр, МВД, налоговая служба, пенсионный фонд, регистрация недвижимости, государственный кадастровый учет, оформление паспортов, прописки, получение различных справок, также получение водительских удостоверений. Ну а муниципальные услуги предоставляются, конечно, органам местного самоуправления в муниципальных районах и городских округов, но в МФЦ уже предусмотрена подача заявлений около 70 видов услуг. И вот уже на сегодняшний день по статистике наиболее, наверное, востребованным у нас является это предоставление земельных участков в аренду в безвозмездное пользование для ведения дачного хозяйства, получение разрешения на строительство, получение градостроительного плана земельного участка, получение архивных справок. И уже вот за 7 месяцев текущего года у нас более 22 тысяч муниципальных услуг только предоставлено. То есть практически все муниципальные услуги. Да, совершенно верно. С информацией об услугах МФЦ, где можно ознакомиться, мы увидели на вашем слайде. Скажите, пожалуйста, сроки оказания услуг устанавливает МФЦ? Нет, сроки оказания услуг установлены административными регламентами предоставления услуг между государственным органом и нами. Естественно, они чуть-чуть увеличены, потому что нужны сроки для курьерской службы, для того, чтобы забрать документы данные и обратно их привезти. Поэтому сроки можно опять-таки по срокам позвонить и узнать в колл-центр по получению документов. И также и сроки прописываются строго, конечно же, в соглашениях о взаимодействии. То есть на сроки ускорить или каким-то образом МФЦ повлиять на сроки мы не можем. У нас строго регламентированный порядок. И как эта работа ведется в районах республики, в сельских поселениях, где люди привыкли доходить ножками, как говорится, решать один на один? Ну, я считаю, что очень хорошо организовано, особенно вот для меня огромное количество благодарности в мой адрес идет это по поводу водительских удостоверений. Были ведь всего лишь в 11 районах, а и сейчас в 57 филиалах, то есть в каждом районе можно сдать документы на обмен водительского удостоверения, не выезжая в свой районный центр, в тех же ТОСПах сдать можно. То есть людям это нравится. Мало кто знает, конечно, поэтому, пользуясь случаем, хочу всех предупредить. Пожалуйста, мы зарегистрированы в Инстаграме, это сейчас модно, ВКонтакте, причем каждый филиал, каждый район зарегистрирован. Поэтому, если вы подпишетесь на нас, то вы ежедневно будете ежечасно получать новую информацию. Мало того, вы сможете задать даже данный вопрос, какой вас интересует, и вам обязательно быстро ответят. Поэтому прошу вас, зарегистрируйтесь, пожалуйста, у нас в Инстаграме. Спасибо. Спасибо. Напомню, на связи с нашей студией по телефону была директор многофункционального центра предоставления государственных муниципальных услуг в Республике Татарстан Ленара Акмалудиновна Музафарова. Тимур Ильдарович, что делается вашим ведомством для того, чтобы получать услуги МФЦ стало еще комфортнее? Наша задача внедрять новые технологии, чтобы жителям было комфортнее получать услуги в МФЦ, а сотрудники, операторы МФЦ могли быстрее их оказывать, качественнее их оказывать. Для этого у нас действует, во-первых, это система электронной очереди. Это позволяет экономить время нашим жителям. Можно, не выходя из дома, запланировать свой визит и записаться, выбрать удобное время. Как с компьютера через интернет, так и через мобильное приложение. В самом МФЦ действует система, там мы постоянно тоже вносим изменения, новшества. Из последнего это мы внедрили так называемую базу заявителей. Это чтобы, когда человек пришел, если он уже обращался, информация по нему сохранена, она автоматически используется, это ускоряет прием заявления. Для дальнейших услуг, да? И для дальнейших, и для этой же услуги, чтобы у него повторно не брали документы, не вносили по ним данные. И мы добавили базу знаний, так называемую, это чтобы в каких-то сложных ситуациях оператор не спрашивал у соседнего, например, как ему поступить, или там к начальнику не шел за советом. Прям система подсказывает, как поступать в той или иной ситуации.
Вот я не зря сказала о работе в районах. Люди ведь привыкли в районах действительно все важные вопросы решать при личном контакте. Удалось ли каждому селянину обеспечить качество предоставления государственных и муниципальных услуг? Конечно, Инстаграм — это все здорово, ВКонтакте — это здорово. Люди работают в селе, допустим, да, не у всех, может быть, даже компьютер-то дома есть, да. Может быть, у кого-то телефон обычный, кнопочный, для того, чтобы узнать, где ты находишься, ребенку позвонить, да, и когда ты там придешь и так далее. Как это все там, в районах? Если мы про электронные услуги говорим, то у нас и портал, и приложения не единые, и неважно, это житель города или какого-то села используют. И процесс, и все требования, и там шаги, они все одинаковые. Здесь и удобство, и преимущество, то же самое экономия времени, в первую очередь, она равнодоступна всем жителям нашей республики. А если мы говорим про предоставление услуг в МФЦ, то это как раз плюс. Там есть стандарты, требования, даже внешнее оформление этих помещений, оно единое по всей республике. И тут нет прямого контакта с чиновником. Кстати, работник МФЦ может приехать в район? Работники они МФЦ так, приезжают? То есть автобус приезжает в район? У них филиалы же работают по всей республике. Им даже приезжать не надо. Они в каждом районе открыты. Абсолютно в каждом? Да. Абсолютно в каждом. Насколько популярны в районах электронные ресурсы, на ваш взгляд, и какие услуги наиболее востребованы? Самые популярные услуги у нас — это запись на прием к врачу, оплата, просмотр услуг ЖКХ, потому что они востребованы регулярно, и раз в месяц, и некоторые еженедельно это делают. И эта картина общая по всей республике. Но и заявление, например, подача там, по услугам ЗАГС, на регистрацию рождения, на получение каких-то пособий, это все доступно и востребовано по всей республике. Люди в районах жалуются, что затягивается процедура выдачи и оформления выдачи документов. То есть в чем причина? Нехватка кадров, может быть, технические неполадки с программным обеспечением, может быть, какие-то другие причины? Мы постоянно анализируем эти процессы оказания услуг. Есть еще задачи наши по оптимизации внутренних процедур. Не всегда информация, необходимая для принятия решения, конкретному сотруднику доступна в электронном виде. Но это вот те задачи, та работа, которую нам еще предстоит решить, чтобы вообще максимальное количество действий и решений оно принималось в автоматизированном режиме. Спасибо. У нас есть примеры услуг соцзащиты, например, получить вот компенсацию за родительскую плату можно полностью в электронном виде. Заявление подается с портала, обрабатывается сотрудниками соцзащиты специальной системы, и вот все данные необходимые они получают в базу. И автоматически. Автоматически. То есть шлюзы есть? Да, они есть, но это вот задача, которая решена для услуг Министерства труда и социальной защиты. Нам нужно этот опыт распространять и в первую очередь на муниципалитеты, на наши, на исполкомы, на муниципальные услуги. Руслан Рафикович, как считаете вы? Ну, здесь существует, конечно, небольшие такие пробелы, можно так назвать, те же самые, вот как коллега сказал, значит, запись к врачу, да, вот многие до сих пор там как бы пишут жалобы, в части чего. Да, мы записались через электронные услуги, но когда обратились, значит, в само учреждение, сталкиваемся с тем, что нужно еще живую очередь занимать. То есть такие вот пробелы, они присутствуют. То есть где-то в районах не до конца готовы, значит, перейти на электронные услуги, может быть. Ну, как бы все равно привыкли, значит, может быть, здесь... Решать с глазу на глаз. Нужно каким-то контактом, что ли, я не знаю. Вот это тоже коррупционные такие составляющие есть. Потому что психологически это тоже очень тяжело побороть. Тем более мы понимаем, что не каждый сельчанин на сегодняшний день имеет интернет, и получить доступную услугу, допустим, когда мы спрашиваем, там, а где у вас эта информация размещена? Они говорят, да вы, пожалуйста, заходите на наш сайт, у нас там все расписано, что вы можете. Но не каждая бабушка может, значит, открыть там интернет, там, найти нужную ссылочку, да, глубоко там провалиться. Там, ну, и поэтому нужно как раз-таки здесь максимально информировать тех же самых мест. На местах есть газеты, которые, значит, еженедельно публикуются. Может быть, какую-то дополнительную информацию, там, сельские поселения. Ну, чем максимально будет открыто, тем больше люди поверят в том, что наконец-то мы смогли минимизировать коррупционные риски. И получить, потому что на сегодняшний день, на самом деле, когда люди приходят и там в течение 3 дней получают услугу, которую до этого получали месяцами, они даже удивленно так уходят оттуда, говорят, это на самом деле настоящие документы, что вы мне дали, почему так быстро? То есть такие тоже примеры есть. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы прозрачность, и вот я говорю, нужно опять-таки отходить от того, что на местах, к сожалению, не до конца реализовывают, когда вот я говорю, создают дополнительно какие-то условия там, за теми же самыми
где нужно прийти по терминалу, еще там идет отдельная очередь, и никто, там, когда не попадает человек в свое время, там, и он начинает говорить, а почему тогда необходимость этой услуги? И возникает была? определенная степень недоверия, согласитесь, Да. и поэтому мы и говорим, что проблема в районе-то есть. Об электронных сервисах наш ролик давайте посмотрим, вернемся в студию, потом продолжим. Ходить устал? Иди на портал. Экономьте свое время. Пользуйтесь порталом госуслуг Татарстана. На сайте работает 240 быстрых и удобных сервисов. Вводите показания счетчиков и оплачивайте услуги ЖКХ. Подавайте заявление на постановку ребенка в детский сад и отслеживайте статус заявки. Оплачивайте услуги детского сада. Проверяйте оценки ребенка в электронном дневнике и пополняйте карту школьного питания. Записывайтесь на прием к врачу, оплачивайте налоги и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сотни тысяч людей ежемесячно получают электронные услуги и экономят время с порталом госуслуг Татарстана. Присоединяйтесь к нам также с помощью мобильного приложения. Оценить качество оказания государственных и муниципальных услуг возможно только при участии получателей этих услуг, при выявлении мнений граждан. Здесь и возникает необходимость выявить позицию общественности. Сергей Анатольевич, каково же мнение общественности? Как учитывается мнение населения? Ну, на сегодняшний день мнение, как раз вот если мы говорим об МФЦ, то у них есть, наверное, у нас, надо говорить, есть, значит, возможность оценить услугу через СМС-сообщение. Или на сайте, значит, там, который называется, соответственно, контроль, там, ваш контроль. Вот. И практически, значит, каждому человеку оператор МФЦ предлагает это дело сделать. И на сегодняшний день, если посмотреть статистику, получается, что 96%, кто воспользовался этой услугой, они выставили оценку «отлично» или «хорошо». То есть можно сказать, что мнение населения учитывается. Так. Сергей Анатольевич, как вообще можно оценить качество государственной или муниципальной услуги? Ну вот здесь часто путается два понятия, значит, да. Мы ведь говорим об услугах, ведь бюджетный кодекс, он предполагает, что государственные и муниципальные услуги – это вообще все услуги, которые оказываются за бюджетные деньги. И, к сожалению, у нас в одну кучу складываются и те услуги, которые оказывают непосредственно органы государственной власти и местного самоуправления, и услуги, которые оказывают учреждения различные. И вот тут немножечко разные отношения, так сказать, к качеству. Вот если говорить о первых услугах, о которых, собственно, сегодня и говорил заместитель министра экономики, это услуги, собственно, органов, именно непосредственно органов власти, и там о качестве содержания услуги очень трудно уже говорить. Там нужно говорить, там потому что стандартное качество. Человек или получил какой-то документ, или он его не получил. Или же, значит, получил информацию, или не получил, но совершенно конкретную информацию. Или материальные средства, там, скажем, какие-то ему выделены. Поэтому там главным является это условие оказания услуги. То есть первое – это время, сколько он на это дело потратил. Второе время, значит, время на саму услугу, вернее, вот срок предоставления услуги я имел в виду. Потом время, которое он потратил в ожидании, так сказать, там в соответствующем, так сказать, зале. Ну, потом, и комфорт, наверное, да? Комфорт получения услуги. Тоже ну да, это комфорт, да. А тут еще очень важно, вот насколько вежлив и компетентен был консультант. Когда мы говорим о том, что вот вы говорили о сельских поселениях, например, что там, ну, как-то вот люди привыкли к личному контакту, вот личный контакт здесь и сохраняется. То есть приходит человек в МФЦ или еще куда-то, и к нему навстречу выходит компетентный сотрудник, который сразу объясняет, что он может и каким образом он может это сделать. Вот это очень важно. Доступность информации таким образом решается. К сожалению, раньше мы видели целые стены, обклеенные, значит, разными регламентами. Верхний регламент там даже невозможно было прочитать. И холодный ответ, что если вы что-то не знаете, вон там все написано. Сегодня же уже мы совершенно, так сказать, от этого варианта отказались. То есть, видите, вот эти вот моменты, значит, вплоть до парковки, туалета доступного, там, ожидания, вот это все создает впечатление, так сказать, качества Если услуги. оценить по 10-бальной шкале, как бы вы оценили, на какой отметке вы бы оценили государственные услуги, скажем так, в крупных городах, да, и отдельно в районах республики?
Ну, я бы не осмелился в десятибалльной, так сказать, шкале как-то их оценить. Мне кажется, что мы находимся на очень таком серьезном этапе резкого увеличения качества. То есть динамику я бы оценил как очень положительную. А вот, так сказать, там 10 или 9 я боюсь. Спасибо. Но мы говорим о качестве, потому что появились все новые и новые сервисы. Да, но тем не менее интерактив говорит об обратном. Лидирует второй вариант ответа, почему за госуслуги все-таки приходится платить. Все-таки люди голосуют рублем и не понимают, почему действительно приходится, вот как о чем говорил сегодня Руслан Рафикович, в каких-то районах республики все-таки это выявляется. Я думаю, что это не единственный район, в который только ребята выявили. Я думаю, что и гораздо больше, где эти случаи. Я думаю, что эти случаи просто не единичные. Мне кажется, что их становится все меньше. Потому что настолько очевидна, так сказать, информация о том, что единственное, за что нужно платить, это фактически пошлину при получении тех или иных услуг. И поэтому... Ладно, если только пошлина. Действительно, а все ли знают, сколько и за что нужно платить? Кстати, все ли знают, за что и сколько нужно платить? Как вы думаете, население знает об этом, кроме госпошлины? Ну, наверное, они могут ознакомиться с этим в административном регламенте. Это опять заходишь на сайт, ищешь нужную ссылку, да, копаешься, вникаешь, и что-то, может быть, поймешь, да? Платить или не платить. Все четко. Ну, в некоторых случаях бывает, там суммы они несущественные, поэтому люди там, для каждого же, когда он пришел за услугу, ему нужно это быстрее, оперативно получить для решения своих задач. И когда ему, допустим, назовут сумму там 1000-1200, я думаю, он не станет за счет этой суммы там обсуждать бурно там, потому что мы всегда пришли, куда бы ни пришел госпошлина, раз ты пришел в администрацию, какую-то тебе сумму просят, надо заплатить, квитанцию дали, идешь оплачиваешь. То есть, ну, психологически люди на сегодняшний день, к сожалению, не совсем подкованы, вот, где эту информацию взять и насколько она там объективна, потому что когда он слышит это непосредственно чиновника, то он ее берет за правду. А так на практике вот, в защиту хочется, конечно, выступить в части того, что когда услуга оказана некачественно, обязательно посыпятся жалобы, да? А когда она оказана качественно, никто не похвалит, никаких писем, там, обращений не напишет. Итак, за что и сколько нужно платить, узнаем сразу после рекламы на ТНВ. Это программа «Татарстан без коррупции». В прямом эфире мы говорим о качестве государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан. За что платить и сколько платить обсуждали до рекламы. И продолжение темы действительно представляем вам ряд услуг, оказание которых связано с необходимостью уплаты государственной пошлины, предусмотренной Налоговым кодексом Российской Федерации, и стоимость. Тимур Ильдарович, расскажите, пожалуйста, как можно оплатить госуслуги со скидкой 30%? Вот об этом очень много спрашивают телезрители. Да, такая возможность доступна с прошлого года. При подаче заявления в электронном виде, например, на получение заграничного паспорта, на получение или обмен водительского удостоверения, при подаче такого заявления в электронном виде на федеральном портале госуслуг можно оплатить пошлину со скидкой 30%. Там уже пошаговая инструкция уже вся есть, так ведь получается? Да. Программа сама предлагает. Предлагает. Отлично, спасибо. Мнения населения о качестве государственных и муниципальных услуг отражаются и на электронных страницах Государственной информационной системы Республики Татарстан «Народный контроль». Сейчас на связи с нашей студией по телефону уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская. Добрый вечер, Сария Харисовна. Добрый вечер. Сария Харисовна, как оценивает население качество оказания государственных и муниципальных услуг? Каков характер обращений?
Ну, действительно, в наш адрес поступает обращение по вопросам, связанным тем или иным образом представления граждан государственных муниципальных услуг, в том числе и по вопросам, касающимся функционирования государственной информационной системы «Народный контроль». Прежде всего, это в части несогласия с правилами модерации и публикации уведомлений, несогласием с присвоением статусов, которые должны определять исполнители, некорректными комментариями порою или отсутствием фактического решения. Вот в 2017 году по данной тематике к нам поступило более 400 обращений дополнительно. В текущем году уже тоже более 230 обращений. Вопросы касаются и паспортизации граждан, и постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных услуг, кроме функционирования системы «Народный контроль». А в «Народном контроле» достаточно большое число обращений поступает по категории поликлиники и больницы, например. Сегодня об этом, вот, я слышала, говорили уже как раз по недоступности записи к врачу в электронном виде на портале. Порой у обращений есть и оказание, по вопросам оказания государственных муниципальных услуг, не связанных с работой портала государственных муниципальных услуг. Так поступает в связи с нарушением требований административных регламентов оказания данных услуг, в том числе и сроков их оказания, либо в связи с некачественным предоставлением государственных услуг. На ваш взгляд, почему так происходит? От незнания, неумения или слабой работы на местах? Ну, прежде всего, я должна сказать, наверное, все-таки то, что наши граждане недостаточно информированы вообще о возможности получения услуг вот таким образом. Но и в то же время, особенно той категории граждан, которые у нас являются в той или иной степени пользуются теми или иными льготами, не всегда знают о том, как воспользоваться данными услугами, не иметь доступа к сети интернет. Это одна сторона медали. Вторая же все-таки не всегда, может быть, действительно исполнительская дисциплина, к сожалению, порой хромает. Это тоже влияет, конечно, на качество и своевременность предоставления таких услуг. Что предпринимает служба уполномоченного по правам человека для минимизации числа нарушений со стороны чиновников? Конечно же, мы, во-первых, проводим еженедельно практически встречи и с исполнителями. Это видеоконференции. Выезжаем на место нахождения той или иной проблемы. Приглашаем исполнителей себе сюда в аппарат уполномоченный. Это часть именно качества работы при рассмотрении уведомлений системы «Народный контроль». Если говорить о том, чтобы граждане знали о доступности и возможности использования данных услуг, у нас очень сильно мы работаем в части правового просвещения наших граждан через различные каналы. Это и телефонные горячие линии, дни правовой помощи гражданам, занятия школы правовых знаний. Вот буквально сегодня мы тоже проводили телефон горячей линии по проблемам, связанным с службой судебных приставов. В течение дня работали и сотрудники аппарата уполномоченного, и службы судебных приставов. Эта работа, конечно же, позволяет информировать больше населения, в том числе возможности выездных различных встреч с населением по месту жительства. Тоже вот такие социальные проекты мы сегодня проводим. Размещаем информацию через сети Инстаграм и через республиканские средства массовой информации, а также информационные печатные издания, материалы, буклеты, которые мы специально для этих целей выпускаем. Спасибо. Напомню, на связи со студией по телефону была уполномоченной по правам человека в Республике Татарстан Заря Харисовна Сабурская. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 570-50-75. Звоните, задавайте вопросы. Мы ждем ваших сообщений по электронному адресу, который вы видите сейчас на своих экранах. Также на протяжении всей программы работает электронное голосование. Тема интерактива сегодня. Довольны ли вы качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, на которую предложены 3 варианта ответов? Голосуйте. В конце программы подведем итоги. Лидирует по-прежнему 2-й вариант ответа. Сообщение с электронной почты. Почему я, гражданин России, не могу зарегистрироваться на госуслугах? Что за бред с созданием пароля? Я пользователь интернета с 15-летним стажем, считаю свой пароль архисложным, а ваша крайне новая система регистрации не дает зарегистрироваться по каким-то сомнительным причинам. Сложности с введением пароля отмечают и другие телезрители. Почему стариков обязывают регистрироваться на госуслугах, если они не умеют пользоваться интернетом? Его у них и нет. И 80 лет навряд ли научатся, но обязывают. Соцзащита возит этих бедных стариков в мои документы. Иначе обещают не выдавать никаких справок. Еще сообщение в тему. Нас лишили выбора. Например, запись к врачу или вызов на дом только через госуслуги. У многих стариков нет смартфонов и компьютеров. Им что, медпомощь и прочие услуги не нужны? Таких ограничений в действительности нет. Услуги у нас параллельно можно
кому удобно, кому интересно, могут получать в электронном виде. Так. Традиционные способы, они везде сохранены, и изменений в этом плане не было. Есть указ 2012 года Владимира Владимировича Путина, что к 2018 году 70% жителей должны использовать механизм получения услуг в электронном виде. Это то, что я вначале говорил, у нас в Татарстане он 80%. Это 80%, это итоги еще 2017 года, поэтому какой-то необходимости увеличивать эту численность нет ни в коем случае. Это правда, что не выдают справок, если не зарегистрируются? Может быть такое? Абсолютно не. Если даже это происходит, конечно, нужно сообщать, куда правоохранительные органы, однозначно нужно обращаться, потому что навязывание услуг это тоже неприемлемо, потому что каждый имеет право на, значит, доступное и объективное рассмотрение его обращения. Там же правильно было сказано, заявительный характер. То есть, если это заставляет куда-то, значит, обратиться, куда-то ехать, тем более человек в возрасте, это однозначно такие вещи нужно реагировать. И я думаю, что если есть такие обращения, то можете к нам обращаться и в правоохранительные органы. Это, я думаю, будет дана оценка. Спасибо. Регистрация нужна только для получения преимущества. Вот та же 30% скидка, про которую я говорил, вот, чтобы ее получить, чтобы подать заявление в электронном виде, нужно иметь этот логин-пароль. Здравствуйте. Решили сделать загранпаспорт на ребенка. Но для этого необходимо завести ему личный кабинет на вашем сайте. Но у него нет ни ИНН, ни СНИЛС, ни телефона, ни электронной почты. Ну, с почтой и с телефоном вопрос решить можно. А ИНН и СНИЛС? На вашей горячей линии сказали, что ИНН на ребенка можно завести в налоговой, а СНИЛС, соответственно, в пенсионном фонде. Не кажется ли вам, что это, извиняюсь, маразм? Да и как он будет получать заказное письмо, паспорта-то у него нет? Предлагаем с ребенком обратиться в МФЦ, предварительно записавшись через наш портал в электронную очередь, и оформить там. Видимо, речь о ребенке, которому уже исполнилось 14 лет, да, такие нормативные ограничения. Нет, ребенок совсем. Ну, ребенок, допустим, годовалый ребенок, у него ни ИНН нет, ни СНИЛС. В таком случае не требуется. Сам недавно пользовался услугой, там нужно только сведения об этом ребенке указать. Все бланки, которые здесь заполняются, нигде никому не нужны. К примеру, регистрация автомобиля переделываются в соответствующих органах по предъявленным документам, оригиналам за бесплатно за 5 минут специально обученными людьми. Заполненный бланк на госуслугах полностью игнорируют. Это просто потеря времени и сил. Замена паспорта – это ввести огромное число документов и фотографию свою, залить на портал, потом собрать кипу документов, оригиналов и прийти с ним в ФМС. Зачем тогда госуслуги? Службы поддержки ее практически нет. Скидка 30% неоправданно дорогая за все мучения по созданию досье на самого себя. Неоправданно. Перечитать еще раз. Нет, ну тоже могу только рассказать про собственный опыт. Правда, по регистрации автомобиля не пользовался, но при подаче заявления на загранпаспорт единственный документ, который я показывал, это свой гражданский паспорт. При этом я, конечно, не представлялся, где я работаю и так далее. Мне интересно было самому, как такому тайному покупателю, посмотреть, как этот процесс работает. Вы знаете, здесь, наверное, тема все-таки другая. Здесь, наверное, вопрос вот о чем. Есть ли взаимосвязь между информационными хранилищами? Есть ли какая-то единая связка? Вот есть ли вообще шлюзы между этими информационными хранилищами? Есть ли она? Как она работает? Есть. Это так называемая система межведомственного электронного взаимодействия. Она заработала еще в 2012 году, когда вступили в силу нормы закона об оказании государственных муниципальных услуг, что от граждан нельзя требовать сведения, которые есть в распоряжении иных госорганов. Была большая работа проведена по обновлению административных регламентов, про которые мы тоже говорили. Там появились специальные разделы. Они сейчас есть. В одном перечисляются, какие документы можно требовать, которые входят в состав заявления, а какие сведения сам госорган или муниципалитет должен запрашивать за заявителя в этой системе. Более 100 видов сведений там доступно, но самые известные распространенные — это данные из Росреестра о собственности, различные выписки из налоговой, справка об отсутствии наличия налоговой задолженности, например, и так далее. И в качестве исключения есть 19 видов сведений, 19 видов документов, по которым пока вот эти вот базы, они еще только создаются, вот их в законе они прописаны, например, это справки из органов ЗАГС или свидетельства из органов ЗАГС, которые еще требовать можно. То есть существует ли система межведомственного взаимодействия? Существует. Она работает безупречно?
Шлюзы есть везде. Любой чиновник может выгрузить информацию с любого района. Это так? Я просто об этом. Я как раз о работе в районах. Бесконтрольно выгружать там нельзя. Все-таки Так. это обязательно основанием является заявление на предоставление услуги. И только в рамках него уже в соответствии с регламентом можно делать необходимые запросы. Может ли чиновник из Министерства труда, допустим, выгрузить информацию в, я не знаю, Пестричинском районе, зайти и выгрузить, чтобы не приходилось человеку с этими же документами, допустим, ехать из Бавлов, например, в Казань, да? Вот я об этом. Ну, у них там действует все-таки привязка к территории. Если я житель Пестричинского района, я в Казани услугу получить не могу, я должен обратиться в отделение соответствующего района. Но если обращаешься электронно, то надо просто выбрать по месту жительства. Сергей Анатольевич, как считаете вы, существует ли проблема в этом плане межведомственного взаимодействия между информационными хранилищами? Ну, знаете, информационное хранилище — это тоже ведь понятие такое очень разнообразное, да, то есть очень многие ведомства электронизировались в разное время и разными исполнителями. И, безусловно, значит, какие-то технические проблемы, они, безусловно, при совокуплении, так сказать, всех этих баз данных, они какие-то остаются, но над этим сейчас работа ведется. А вот то, что сейчас говорилось по поводу тех документов, которые приходится носить, действительно, вот эти 19, а, по-моему, даже уже 18 теперь, этот список, значит, документов, он начинает уменьшаться. То есть это документы личного хранения. И когда люди жалуются, что их надо все-таки как-то предоставлять, там куда-то приносить, то есть вообще-то никто в этом смысле затрудняться не должен. Это документы, которые так и так дома у него не лежат. Это не то, что он побежал куда-то их собирать, где-то, значит, там еще, не дай бог, взятки давать, чтобы быстрее дали. Нет, это он просто из дома взял и принес. И даже то, что он принес из дома, в некоторых случаях уже приносить не надо. Ну, например, скажем, в этот список входит, например, право на управление автомобилем, например, да, а мы можем эту же информацию получить из базы ГИБДД, например, таким же образом. То есть потихоньку все это дело уменьшится вплоть до нуля, и останется только идентифицировать свою личность. Когда уменьшится? Когда? А вы знаете, все очень быстро происходит. Нам кажется, что медленно, а на самом деле очень быстро. Я думаю, очень скоро. Хорошо. Рифат Асфанович, исполком Казани также вынужден приглашать к себе горожан после того, как они передали документы в МФЦ? По муниципальным государственным услугам, которые исполнительный комитет оказывает, необходимости приходить после сдачи документов в МФЦ нету. Заявитель предоставляет весь перечень документов, после чего он приходит только за результатом. Куда приходит, в МФЦ или в исполком? В МФЦ, или указывает, где он может забрать. Но это в основном приходит он в МФЦ рядом с тем местом, где живет или работает, там сдает документ, соответственно, там и получает. Но, насколько мне известно, все-таки приходится приносить или оригиналы документов, доносить все-таки в исполком. Какие-то службы запрашивают. Ну, понятно, что вы там обратились, понятно, что вы это сделали, но придите, покажите, для чего это нужно. Возможно, бывают случаи, когда документы не актуальные, какая-то выписка или справка уже потеряла свою юридическую силу. Такие ситуации могут быть. Нет ли у вас проблем, нет ли проблем у исполкома с получением информации по информационным каналам связи, то есть между территориальными, федеральными, республиканскими органами? Есть ли у вас вот эти шлюзы, о которых мы сегодня говорим? Есть ли у вас вот это, можете ли вы выгрузить эту информацию, получить ее, не знаю, с того же военкомата, например, или отдела соцзащиты? Я бы хотел рассказать на самом деле, чем мы занимаемся в исполнительном комитете города Казани в этом направлении. Совместно с Министерством информационной связи мы в прошлом году внедрили в 4 администрациях районов и Управление архитектуры, Комитете земельных и имущественных отношений и Управление градостроительных разрешений электронную очередь. Соответственно, заявитель может записаться, пройти и получить услугу. Помимо этого, вот мы сейчас в процессе оптимизации услуг направляем СМС заявителю, когда он оставляет документ, ему приходит, что заявление зарегистрировано, и когда результат готов, ему нужно приходить, также приходит СМС. Вся эта работа происходит в рамках проектной рабочей группы, куда мы включили представителей бережливого производства, кадрового консалтинга и IT-управления. То есть в процессе попытки автоматизации услуг мы пришли к тому, что не оптимизировав услугу сегодня, ее неэффективно автоматизировать.
Мы каждую услугу, каждый регламент услуги раскладываем на элементарно-томарные процессы, понимаем, где есть потери с точки зрения лен-менеджмента, исключаем их и максимально оптимизируем. Соответственно, уменьшает срок оказания услуг. И уже после этого совместно с Министерством информации и связи мы автоматизируем услугу, автоматизируем именно межведомственные запросы, чтобы сотруднику не было необходимости заполнять много материала, много данных. Он нажимает на кнопку, межведомственный запрос уходит, и согласно законодательству до 5 дней приходит ответ, соответственно, после этого оказывается результат услуги. Но даже по этим направлениям мы, например, с Росреестром, другими федеральными ведомствами работаем над тем, чтобы не ждать 5 дней, да, так как если система это может отработать, то есть час, минуты проходят для того, чтобы с момента отправки запроса до получения ответа. То есть исполком Казани не приглашает население, горожан для того, чтобы принесли оригиналы документов? Если документы в МФЦ сданы согласно требованиям и они соответствуют регламенту оказания услуги, то нет необходимости приносить документы. То есть любой казанец, отправляя в МФЦ документы по принципу одного окна, может об этом благополучно забыть, пока не истечет определенное количество времени, дней, да? И потом уже только в МФЦ он получит документы, без похода в исполком. Я об этом. Регламент оказания услуг и сам принцип подхода МФЦ именно это и подразумевает. Поэтому любой предприниматель, житель в рамках тех услуг, перечня услуг, которые МФЦ оказывает, если он, опять-таки, принес все соответствующие документы, он приходит только за результатом. Помимо этого, конечно, цифровая экономика прописывает такие вещи, как реестровая модель, да, как Росреестр работает, когда результат услуги, он становится в виде записи в реестре, и заявитель, житель, предприниматель обращается только при необходимости этих документов, потому что не все документы результата получения услуги нужны ему непосредственно. Скорее всего, этот документ нужно для того, чтобы предоставить следующий орган, для того, чтобы получить Вы знаете, другую на самом услугу. деле мы сейчас говорим о том, как должно быть, да, на самом деле. Как же на самом деле, уважаемые телезрители, расскажите нам, где, как и с каким результатом вы получали государственные муниципальные услуги. Ваше мнение здесь и сейчас помогут оценить работу конкретных чиновников и органов власти. Если есть телефонный звонок, мы готовы его принять. Добрый вечер, вы в эфире. Если есть наши телезрители на связи, мы готовы вас послушать. Нам очень интересно мнение населения в этом плане. Есть звонок. Добрый вечер. Вы в эфире. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос по поводу медицинского обеспечения. Почему в нашей, поликлинике, я назвала уже вашему оператору, какой номер, я не знаю, вам нужно сейчас? Не нужно. Его, или Хорошо, говорите дальше. Почему отказывают в записи, в прямой, даже вот в регистратуру люди приходят, и в записи по телефону, только в электронном виде? Ведь есть у нас категории населения, которые просто-напросто сейчас недоступен интернет, бабулечки всякие старенькие, короче говоря, есть такие люди. Почему это так? И особенно это касается стоматологических поликлиник. Там это вообще отрицается. Даже в детской, детская на юго-западной поликлиника. Вы знаете, только приходите на терминал, записывайте, который иногда и не работает, или в электронном виде. А в электронном виде тоже, там у них какой-то интервал есть временной, значит, допустим, неделя, а потом уже в следующий раз. Так же ведь нельзя. Тут, как говорится, Спасибо. права человека нарушаются. Спасибо. Хороший вопрос. Ответьте, пожалуйста. Первое предложение по возможности записываться вообще удаленно, чтобы со всеми этими проблемами на территории поликлиники не сталкиваться. А по этим конкретным случаям все-таки либо вне эфира или как, нам все-таки нужно узнать, о каком лечебном учреждении речь, чтобы совместно... Практически во всех. Тоже скажу по собственному опыту. Практически во всех что? Не записывать регистратуру, но быть такого не может. Со стоматологическими поликлиниками там несколько другая проблема, что очень быстро все свободные талончики их занимают жители. Но это не проблема того, что требует электронно записываться.
Опять-таки отказывать в предоставлении услуг тоже не могут. То есть в любом случае какой-то, если человек обратился, то они должны ему какие-то куда жаловаться в альтернативные таком случае, варианты. если вот так получилось, так если так обошлись, что делать? Если Народный это контроль. нарушение? Можно обратиться в народный контроль. Так. Поставить на контроль уже чиновникам, да? Публичная форма, да, но всем жителям доступна. Можно поддерживать, следить за ходом решения. Более того, даже не соглашаться с решением. Плюс министерство само. Оно на сегодняшний Министерство день... информатизации и связи, так? Нет, Министерство здравоохранения. Интернет-приемные. Так. Ага. То есть Телефон горячей они линии. тоже очень оперативно реагируют на эти вещи, Отлично. потому что у нас на сегодняшний день как раз-таки внедряется так очень активно вот эта доброжелательная поликлиника. Дружелюбная программа. Соответственно, я думаю, на эти вещи будет очень оперативно реагировать. Если есть телефонный звонок, мы также готовы послушать наших телезрителей. Скажите, пожалуйста, кто несет ответственность за качество моих документов? Вот МФЦ, профильные ведомства, если, например, я оформляю квартиру, там это Росреестр или что ли, кто, да, если землю оформляю, или исполком, где я прописана, где я живу, где находится мой дом. Кто несет за качество, а кто несет ответственность за качество моих документов, господа? Сейчас, вопрос опять... риторический, я так поняла, да? Нет, не совсем. Вы вот сейчас опять о качестве заговорили, а мы говорим о каком качестве? Если о качестве обслуживания, так сказать, комфортности, сроки там и так далее, и человек обратился в МФЦ, то, безусловно, МФЦ. Знаете, я снова, наверное, на тему того, что вот я сдала документы в одно место и получила через, скажем так, через 5 дней нужные документы и все. Все. И забыла. И пошла с этими документами, скажем так, в дело. Кто несет ответственность все-таки? Исполком, МФЦ или орган ведомства, который, в общем-то, к которому, в общем-то, относится, скажем так, мое дело, мое заявление? Скорее всего, туда, куда обратились, на чье имя пишется заявление, то та сторона, значит, и с точки зрения юридической несет ответственность. То есть вы, допустим, если сдаете в МФЦ перечень документов, которые запрашиваются, то есть на чье имя пишется заявление. Допустим, я оформляю землю, подала документы в МФЦ. Кто отвечает за качество моих документов? Росреестр, да? Исполком или МФЦ? Конечная инстанция, куда я пришла. А что значит качество документов? Это достоверность. То есть насколько достоверно будет предоставлена информация итоговая со стороны организации. Нет, в данном случае, если вы хотели получить землю, то результатом вашей услуги или есть, получили вы землю, или вы ее не получили. И в этом случае, естественно, вы к кому обратились, значит, кто решает этот вопрос, и он за это дело и несет ответственность. А вот за передачу, так сказать, за посредничество комфортное несет ответственность МФЦ. И если вы в МФЦ все сдали, в МФЦ с вас взяли все документы и сказали вам, что да, вы все правильно сделали, то больше с вас ничего попросить уже нельзя. А дальше вот теперь уже вступает в силу вторая сторона, которая выполняет услугу. Еще одно сообщение с электронной почты. Меня удивляет, что примерно с 2000 года начаты исследования и разработки сначала одного окна, потом госуслуг, но до сих пор модели не конкретного процесса, а общей модели деятельности, связанной с предоставлением государственных услуг, нет. Отсюда идут огромные трудозатраты и финансовые тоже. Одни и те же проблемы разработчики и пользователи решают по всей стране, наступая на одни и те же грабли. На протяжении всей программы у нас работало электронное голосование. Довольны ли вы качеством предоставления государственных муниципальных услуг? 3 варианта ответа. 65% телезрителей считают, что не понимают, почему за госуслуги приходится платить, а платить приходится, видимо, регулярно. Руслан Рафикович, вам слово, наша программа завершается. Ну, хочется только одно сказать. Сожалеем, что именно на сегодняшний день по интерактиву второй вопрос занял первое место, потому что столько сделано и столько делается. Я думаю, еще предстоит очень много работы. Ну, нам есть куда стремиться. Это тоже результат внешнего изучения. Значит, все непосредственно участники процесса это видят. Я думаю, именно с завтрашнего дня, после праздников, и начнут заниматься этим вопросом. Тимур Ильдарович, как вы считаете, как нам сделать так, чтобы приблизиться к минимальной отметке вот по второму интерактиву и все-таки увеличить количество телезрителей, скажем так, проголосовать за тот вариант, который проголосовали вы в начале программы? Вывод, я думаю, что нам нужно более как-то интенсивно, наверное, качественно проводить информирование по тому, какие услуги платные, какие бесплатные. Здесь опять использовать дистанционные механизмы, людям рекомендовать. Вся эта информация тоже доступна в электронном виде, можно заранее изучить. Еще не посещая орган, который оказывает услугу,
посмотреть, платная она или нет. Нужно ли усиливать работу на местах? Безусловно. Но это тоже, да, разъяснение. Сергей Анатольевич, как вы считаете, насколько снизился градус недоверия населения к власти после сегодняшней программы? Насколько снизился, не могу я сказать. А вот что касается моего личного участия, то мы постоянно занимаемся оптимизацией вот этих административных регламентов, которые должны, так сказать, создавать именно те рамки, в которых предоставляется услуга и где нет места коррупции. Спасибо, спасибо. Наша программа подошла к концу. Я благодарю гостей за беседу в студии. Прощаюсь. Всего вам самого наилучшего. До скорых встреч на ТНВ. Спасибо.